Город Москва, Театральная площадь, дом 1, Государственный академический Большой театр России. Здесь через несколько часов артисты Башкирского государственного театра оперы и балета представят столичной публике оперу Джузеппе Верди «Аттила». Спектакль планирует посмотреть и глава Башкортостана Ради Хабиров. Последний раз труппа оперного театра из Уфы блистала на исторической сцене Большого театра еще в 1955 году. В рамках декады башкирской литературы и искусства в Москве она представила оперу «Салават Юлаев» и балет «Журавлиная песня». И вот теперь, в марте 2020 года, башкирские артисты снова на самой яркой оперной сцене России. Режиссер спектакля и исполнитель главной роли грозного правителя гуннов – выдающийся российский бас, башкир Ильдар Абдразаков. Сейчас уже вот-вот начнется репетиция, так понимаю, генеральная? Репетиция уже идет, да. Поэтому мы сейчас здесь, я как в качестве режиссера и исполнителя должен немножко проверить, как здесь все происходит. Все-таки выехать на гастроли, приехать в Большой театр, главный театр страны, это большая честь для нас, для всех. Ну и мне кажется, это много стоит, потому что хористы, оркестранты и многие желали попасть в этот театр, и когда они вышли на сцену, сказали, как здорово, что после 40-50 лет работы в Уфе мы наконец выйдем на главную сцену страны и споем. Для нас это большущая честь, большущая гордость. Для меня это прекрасно. Хотя вы артист такого масштаба, и это для вас не первая сцена такая. Ну, не первая, понятно. Пойдемте посмотрим, что там. Пойдемте, да. Все равно очень, очень трепетно и очень приятно, что мы это сделали. Конечно, благодаря правительству Республики Башкортостан мы смогли все-таки привести этот большой спектакль. Сегодня Ради Фаритович встречается с несколькими людьми высокопоставленными. Сегодня рабочая поездка в Москву, и однако он все равно будет вечером на опере. На спектакле. Да, потому что для всех рад. Это большущая честь. Я очень рад. Здорово. А вот если подсмотреть отсюда, вот сейчас что происходит? Эцио – это итальянский генерал, последний генерал, который остался в то время. И вот сейчас он поет о том, что я все сделаю, чтобы Италию освободить, чтобы Италию защитить от варваров. Вам удачи, спасибо. Спасибо большое, спасибо. А вот и занавес. Браво, Вачка. Вася. Хорошо? Не, я могу вообще, в принципе, подняться. Я бы хотела, чтобы вы заглянули туда, но давайте так, чтобы не мешать спектаклю, репетиции. Мы просто из-за занавесочек выглянем, чтобы вы представили себе, как отсюда видно сцену. И выходим, следующие люди зайдут, посмотрим. Здравствуйте, экскурсия у вас? Да, есть такое дело. А знаете, что сейчас на сцене репетируют артисты Конечно, Уфимского? знаем. Не просто знаем, а слушаем с огромным удовольствием. Конечно, прекрасные голоса, очень красиво все выглядит. И я вот с восхищением слушаю сама и дала возможность нашим гостям послушать немножко. Посадили их на галерку, чтобы не мешать репетиции. Волнуетесь? Конечно. Это, я думаю, мечта любого певца мира спеть на исторической сцене Большого театра. Тем более нам, таким провинциальным людям, приехали из Уфы. И, конечно, там такая энергетика. Здесь, наверное, давит само слово, то, что это в Большом театре. Поэтому, конечно же, здесь волнений больше, я думаю. Все-таки дома ты поешь много, да? Всегда поешь разные роли, привыкаешь уже, свой зритель какой-то. А здесь все-таки столица, москвичи. Это немножко, это тоже, конечно, свое дает знать. Мы знаем, что у вас все получится. Спасибо. Скажите еще, где вы родились? Я родился в маленьком городке Башкортостана, это город Баймак. Да, у меня там родители до сих пор живут. Я пытаюсь хотя бы один раз в год ездить туда. А так я уже считаю себя коренным уфимцем. Я уже где-то больше 15 лет живу в Уфе. А что нужно сделать для того, чтобы, родившись в Баймаке, петь на сцене Большого театра в Москве?
Я думаю, это труд, старание, конечно же, природа. Спасибо вам. Да, спасибо вам. Ну вот уже попрощались с вами, а еще не все, потому что мы увидели здесь вот костюмы. Да, это да, ваши? Да, это костюмы. Вот это Ульдино, костюм Ульдино. Это вот Форесто. Это вот наши солисты исполняют уфимские нашего театра. Это вот Айдар, это вот Володя Орфеев. И вот это мой костюм Папы Леоны. У меня будет совершенно грим такой, который вообще вы мне не узнаете. Просто меня европейцам сделают, короче. Вот, подсидят и все такое, грим, борода там будет. И вот этот шикарный костюм, который сделал Иван Складчиков, это вот все настоящие камни здесь. Уральский. Да, наверное. И вот, ну, костюм это вот будет на мне, будут держать дети. Тяжелый? Да, очень тяжелый, очень тяжелый. Ничего себе, килограммов, Да, наверное, да, 4. Да. И 5. поэтому вот все будет на мне, еще под этим вот этот нательный как бы костюм. Вот это будет на шее, как бы это все держать будут дети. Это выход, просто шикарный выход Папы Леоны на спектакле. Слушайте, как же все-таки интересно. Да, все настоящее, все прям вот, ну, как бы шикарно сделано. А здесь у нас это лики святых. Это все взято из оригинала Папы Леона, как бы по истории. И все сделано в копию, вот, ну как бы как настоящее. Это. Ну, а теперь спасибо. До встречи на сцене. Спасибо. До свидания. Ждем вас в Спасибо. зале. Спасибо. Спасибо. Вы здесь работали 8 лет. Да. Откуда вы знаете? Как ощущения, воспоминания? Ой, приятные, аж до дрожи. Знаете, вот так приятно, просто такие приятные воспоминания, поскольку застал самое золотое время, я считаю, для меня, поскольку здесь выступали и Образцовы, и Нестеренко. И когда я молодой только сюда пришел, поступил в театр, конечно же, на меня смотрели сквозь, можно сказать, Что за башкир лупу. такой тут, да? Да. С именем таким Оскар, а не Оскар. Да. И я в первую свою постановку влетел как кончак в постановке Покровского. Да, и вот дедушка пришел со мной здороваться. А когда он нервничает, он всегда нос вот так крутит. Ну, это вообще, просто вот такие воспоминания. Самые теплые. Вот это вот центральная зала, где выступали Федор Иванович Шаляпин. И да все ведущие практически певцы Большого театра того времени. У нас сегодня день такой, мы просим артистов, что-то такое эксклюзивное для зрителей, они имеют тоже право. Вот Да. если здесь вас попросить что-то спеть, вот хотя бы коротенькое, маленькое, в таком зале, грех не спросить такого артиста, правда. Очи черные, очи страстные, очи жгучие и прекрасные. И так далее. Браво, браво. В эти минуты идет репетиция, мы вот только что Да. оттуда поднялись. Артисты, я не скажу, что они слишком взволнованы, либо как-то там смущены. Нет, себя чувствуют нормально, нет никакой провинциальности, нет никакого налета такого. А кто сказал, что мы провинциальны? Нет, Географически. нормально. Географически, да, но, знаете, когда людей показываешь, что, конечно, существуют большие сцены, значимые сцены, безусловно, они начинают к этому стремиться. И совсем другой подход, совсем другое исполнение, отношение артиста, хора, оркестра. Это потрясает. У меня сегодня день такой, я с артистами прощаюсь, и потом снова здороваюсь, потому что вопросов столько, эмоций Конечно. очень много. Вот если можно, пройдемте с вами сейчас на балкон. Я не знаю, может, это не балкон, может, я ошибаюсь. Может, Интересно. царская ложа? Нет, царская ложа здесь. Это уже балкон. А мы в царскую ложу тоже сможем зайти? Ну, если нам откроют, то мы можем зайти в царскую Ничего ложу. себе, Оскар Амирович, вы волшебник прямо в Большом театре. Да.
Так, ну вот мы... Куда мы вышли? Мы вышли на... Да, на балкон. На Да, балкон. Да, да. Ага, вот сейчас идет репетиция непосредственно. Ага. Уже в костюмах. Скажите, а как вот все здесь устроено? Почему такой хороший звук? Громко говорить не будем, потому что все-таки репетиция. Нет, репетиция... Почему хороший звук? Да потому что, понимаете, архитекторы строили правильно. Опять-таки, когда вскрывали яму оркестровую, то под ней нашли стекло. Ведь стекло обладает тем, что оно отзвучивает. То есть нашли центральную, центр звука, да, когда оркестр может исполнять так, что певец исполняет, и оркестр в тот же момент звучит гармонично. Гармонично, да, не Да. громче и не Да, тише. да. В театре оперы и балета в Уфе. Там тоже ведь хорошее звучание. За счет чего? Хорошее. За счет чего? Ну, опять-таки, вы понимаете, постройка, казалось бы, да, архитекторы вот того времени и с сегодняшней, с современными технологиями на новых сценах. Там микрофоны, там везде усиление. абсолютно. Конечно. Вот. А ведь здесь нет? Здесь нет никаких микрофонов. И вот нет. в Большом театре тоже нет В Большом микрофонов? микрофона нет. И у нас нету. И здесь нету. А вот- Вон, видите, он поет. А сколько видите, метров от нас до артистов сейчас? Здесь, метров 100. Вот это вот акустика. А почему именно эта опера? Ее именно выбрали на сцену Большого театра? Редко исполняемая музыка, опера, и очень красивая музыка, и краски вообще художественные, и образ сам по себе очень интересный. Скажите, Я считаю, что и есть и героизм, и трагедия есть в его сердце, в его исполнении. ну Да. это музыка Верди, Да. это итальянская Да, все-таки да. опера. А будет ли у нас когда-либо наша башкирская опера? Будет. У нас, так сказать, будет проходить конкурс молодых композиторов, которые будут писать. То есть у нас будет всё-таки у нас будет башкирская своя опера? башкирская опера, и будет На башкирском либретто языке? на башкирском языке, и будет либретто на башкирском языке, и исполнители, конечно. И будем надеяться, что нам удастся поставить новую современную постановку. Башкиры талантливые люди, я уверена, что удастся. Спасибо. Спасибо. Дармирович, а можно спросить? Ну, не могу. Как прошло мини-репетиция? А? Как мини-репетиция? Это не конец. Не ругаете Не-не-не. артистов? Нет, не ругаю. Все хорошо? Ну, не очень, но даю свои советы. Не будем мешать. Кать Фрич, ну вот мы в Большом театре в Москве и очень скоро будем слушать оперу в исполнении башкирских артистов. Да, это... Как это вообще стало возможным? Мы давно вели эти переговоры. Все-таки потенциал нашего театра оперы и балета, и особенно вот последняя постановка уже в исполнении Эльдара Абдразакова, она необычайно интересна. Вот если как молодежь говорит, очень крутая. Вот. И мы вели эти переговоры давно. Просто напомню, что последний раз наши артисты здесь выступали в 1955 году. Представляете, да? 60 лет назад, 60 даже лет больше. прошло, поэтому это сегодняшнее событие, оно такое необычайно яркое, необычайно волнительное. Все-таки на самой важной арене нашей страны, на исторической сцене Большого Вот, театра. даже наши артисты видны. Да. Волнуетесь? Ну, нет. То есть мне-то что волноваться. Пусть артисты волнуются. Я пришел полюбоваться. Спасибо, хорошего Спасибо. дня. Спасибо.
Скажите, пожалуйста, как вы оцениваете то, что в Большом театре будет звучать опера в исполнении артистов Башкирского театра оперы и балета? Ну, я вот в преддверии этого говорил, что нужно отдать должное руководству республики. Вот в Доме музыки тоже был у вас концерт великолепный. Рожденный в Башкортостане. Да. И вот дирижер Спивакова. И для меня, конечно, было очень интересно и очень красивый был концерт. Великолепные голоса. Ну а то, что Башкортостан сегодня ставит вот такую красивую оперу и здесь в Большом театре, и представляется здесь Республика Башкортостан, это о многом говорит. Искренне желаю удачи, успеха и процветания дальнейшего. Всего самого-самого доброго. Спасибо. Приезжайте к нам в Уфу, слышать и в наших стенах. И самое главное, удивительно красивая республика, удивительно красивая природа у вас. Удачи, успехов. Спасибо. Тоскуете по родине? Ну, мы там часто бываем. Вот 2 раза бываем, там тоскуем. Конечно, и дети наши бывают там ездят. На могилке в год 2 раза ездим всегда. А башкирский язык помните? А как же? А вот что пожелаете жителям Башкортостана на башкирском? Матур, одон, гумыр, башкорттарыбызга. Спасибо. Рахмет. Рахмет. Скажите, вот вас пригласили в Большой театр. Здесь будет представление опера в исполнении артистов Башкирского театра. Необычно немножко? Конечно, необычно. Я не была, не слышала голосов Башкирского театра, но пришла, конечно, это опыт интересный, тем более в главной роли большой певец. Да, Эльдар Амирович Абдразаков у нас действительно очень большой певец, и брат его, Оскар Абдразаков, великолепно поет. Он художественный руководитель нашего театра. Да. Приезжайте в Уфу, Мне повезло. Мне повезло. В Уфу я давно собираюсь. Похоже, что приеду. Ну, вам в Уфе есть что делать, потому что вы же мэтр в телевизионном деле, а у нас есть хорошие телеканалы, есть хорошие люди, которые готовы учиться у вас. Спасибо большое, с удовольствием. Люблю очень учить, поэтому буду рада. Ждем. Быть полезной. Спасибо. Спасибо. До свидания. А позвольте мы вас отвлечем, и вы нам еще и нашим телезрителям пожелаете тоже удачи. Вы знаете, с удовольствием. С удовольствием. Всякий раз, когда наши коллеги из России приезжают сюда, я желаю им всегда только одного – удачи. Потому что это взыскательная московская публика. Но у вас сегодня такой звездный состав. Вот, я почти 100% уверен, что у вас будет успех. Удачи, удачи и удачи. Вы же следите за тем, как Ради Фаритович двигает республику? Наверняка. Ну, безусловно, я стараюсь следить за прессой и знаю, что происходит. Как оцениваете? Вы знаете, всякий раз, когда я приезжаю, вот в последнее время в те или иные города, мы все время удивляемся, как изменилась Москва, но на самом деле, как изменились сегодня многие города в России. И когда я это вижу, значит, я понимаю, в городе, в республике появился хозяин. И эти изменения, особенно людей, которые давно не были, очевидны. И я желаю, чтобы этих изменений, хороших изменений, было как можно больше. Спасибо. Спасибо. Здравствуйте. Мы сразу с интервью, потому что хочется здравствуйте. Хочется узнать мнение ваше. В Большом театре будет звучать опера в исполнении башкирских артистов. Как думаете, как это будет? Конечно, это большая гордость, которую сегодня испытываю за родную республику, потому что продвижение Башкортостана, наших талантов должно быть одним из приоритетов в развитии Республики Башкортостан, потому что талантливых людей у нас очень много. И это, наверное, тот случай, когда нельзя быть скромными. И слава богу, что у нас есть такая возможность представить широкой публике, московской публике, в самом центре, в Большом театре, те жемчужины, которыми славится Республика Башкортостан. Спасибо большое, в первую очередь, Эльдару Абдразакову, руководству нашей
нашей республики, потому что это огромный труд организовать такого рода мероприятия. И слава богу, что сегодня у нас столько гостей, столько людей, приглашенных на это мероприятие. И надеемся, что все получат большое удовольствие от прослушивания этой оперы. Поделитесь вашим мнением. Прекрасная опера, прекрасные исполнители, прекрасная музыка. А сегодня настоящий праздник. Ожидали такого? Нет. Если честно, нет. Я понимаю. Если честно, нет. Башкиры в Большом театре? Вы знаете, по-моему, это впервые. Это 56-й или 57-й год? Да. И я думаю, что в этом очень большая заслуга. И не только руководства, что само собой, естественно. Но культурное наследие, это уровень таланта. Это уровень показывает и народного таланта, и исполнительского мастерства. Вы знаете, эта опера, я думаю, завоюет широкую популярность в дальнейшем. Обязательно. Обязательно. Здорово, очень ценно ваше мнение. Спасибо. Спасибо. Здравствуйте. Помню ваше обещание. Да. Как эмоции? Вы знаете, прекрасно. Я с супругой, с моими друзьями имел такую честь быть приглашенным главой. И сейчас такое суетливое время, вы знаете, с этими коронавирусами, с отменой мероприятий спортивных, там, с целой проблематикой и прочее. И так, в общем-то, такое удовольствие просто остановиться и на хотя бы какой-то отрезок времени забыть о этих насущных проблемах, которые существуют. Ну, а потом вы посмотрите, какая историческая обстановка, да. Большой театр. Да, и голоса, конечно. Я не столь искушенный, как, может быть, те, которые являются настоящими театралами в полном понимании этого слова, но эстетическое удовольствие колоссальное. Это здорово. Спасибо огромное. Хороших вам впечатлений. Спасибо. Среди гостей депутаты Госдумы. Здравствуйте. Эмоции? Эмоции прекрасные. После ремонта я здесь не была, поэтому, так знаете, восхищаюсь просто восхищаюсь. Но, конечно, горжусь тем, что я родилась в этой башкирской нашей республике, и что мы здесь смотрим такой прекрасную даже. А с кем вы представьте? Это моя дочь Олеся. Так, Олеся, можно у вас поинтересоваться, вы как представитель нового поколения, как оцениваете вообще оперу как жанр?
Будет будущее? Да, конечно, безусловно, будет. Я обожаю оперы, постоянно посещаю по возможности. Ну, шикарно. Меня просто берет гордость, что наконец-то наша башкирская группа доехала до сюда, оперы, театра и балета. Это просто замечательно. В самом центре Москвы, в Большом театре выступают наши. Это здорово. Ну, само, что большой театр. И наша республика здесь. Спасибо. Мы с товарищем сидим и восхищаемся. Товарищ Алексей Денисов, всем известный генеральный директор канала «История». Угу. Так он большой знаток вообще музыки. И любитель, и знаток, и сам играет, и очень хорошо знает оперу. Мы сидим и восхищаемся. Но Амдразаков это, конечно... Сила? Тут нет слов. А вот то, что на итальянском языке, не сложно? Ну, это же классическая опера. Ну и перевод? Перевод есть, но на самом деле классическая опера. Тут ведь слушаешь, на самом деле, даже не текст, потому что, собственно, история Аттилы, наверное, люди, читающие это историю, знают. Это больше силе духа, абсолютно, мужеству, да? объединению. Конечно, замечательная музыка, замечательные голоса, которые... это просто поражает. Ну что ж, здорово, приезжайте к нам в Уфу. Спасибо. Ведь это же наша труппа. Да. Это не разовая акция. Вот это вот действительно браво, просто браво. Молодцы. Спасибо. Спасибо. Вы как директор телеканала «История». Да. Знаете историю, и понятно, что Аттилу, и вот это исполнение, оно искреннее, настоящее, соответствует действительности? Вы знаете, самое приятное, что это классическое прочтение молодого Верди, вот это так, как он написал, так, как он предполагал. Конечно, потому что здесь костюмы, декорации, актеры позволяют тебе погрузиться в атмосферу того времени и в атмосферу самой музыки, драматичной, полной страстей, захлестывающей иногда своими эмоциями, вот эти дуэты потрясающие. И здесь нет издевательства над классикой, которое сегодня, увы, очень часто можно встретить и у нас, и в Европе, когда красивых актеров надевают в рубище, бегают полуголые женщины. Вот здесь очень деликатное, очень продуманное и очень эстетически выверенное отношение к произведению искусства. И это вызывает огромное уважение и наслаждение у тех, кто слушает сегодня эту оперу. Я вот слушаю вас, улыбаюсь. А знаете ли вы, что на костюмах камни, которые добыты у нас на Урале? Вы знаете, вот когда костюмы, декорации, сценография продуманные, когда видно, что в них вложена душа, чувство, большая работа, это сразу заметно. Это создает вот ту неповторимую атмосферу, которая переносит вас на много-много веков назад. Потому что, когда ты видишь Аттилу в этом богатом, роскошном, варварском костюме, ты начинаешь верить. А как говорил Станиславский, главное, верю или не верю. А Лев Толстой говорил, искусство – это то, что заражает. Вот здесь происходит заражение эмоциями, заражение искусством. Именно потому, что в это вложен огромный труд большого коллектива. А если бы я вас спросила ваше мнение до того, что вы ожидаете от башкирской труппы, и сейчас, было бы одно и то же мнение? Я всегда иду на спектакль оперный или балетный с открытым сердцем, потому что это акт творчества. И сейчас на наших глазах актеры и певцы создают образы, воскрешают те образы, которые придумал композитор Верди. И это всегда непредсказуемый творческий акт, который никогда не повторится. Поэтому вот приходишь, ожидания всегда... Я настроен на лучшее. А сегодня я должен сказать, что эта постановка превзошла мои ожидания в самом лучшем смысле. Спасибо. Ну, волновались? Очень. И сейчас буду. И завтра буду волноваться, и всегда. Потому что театр – это каждодневное волнение, и это он не дает расслабиться, потому что это живой организм абсолютно. 631 человек, который должен жить одним дыханием, одним ритмом. Это, поймите, что
80 человек в яме, 80 человек на сцене. Это должно быть 80 человек здоровых, валетных артистов выйти одновременно на сцену. Это для зрителя понимание того, что 200 человек абсолютно должны выйти здоровые одновременно и сделать искусство. Это огромная, великая задача. А скажите, декорации, те, которые на сцене, они привезенные? Конечно, это все привезенное. И костюмы, и декорации, все. Все наше башкирское? Все наше башкирское. Ничего себе. А вот даже пики вот эти большущие? Все абсолютно сделано у нас. А чем везли? Где, как везли? Фуры. Заказывали фуры, огромные 2 фуры сюда приехали. И вот сколько репетировали здесь, в Москве? 1 день. Правда? Да, сегодня. А в оркестре 3 часа. музыканты? Оркестр тоже сегодня репетировал. А оркестр наш? Или... Конечно. Это наш. все наш? Да. Гордимся. Спасибо. Гаснет свет, но не могу не спросить, пока вот еще можно. Да. Ну что вы, как чувство? Прекрасно. Вообще я в этом театре вырос, поэтому театр мой родной. И привезти сюда Аттилу, в котором мы прекрасно, мне кажется, хорошо очень внутри работали с Эльдаром и с замечательной труппой Башкирского театра оперы и балета. Конечно, было очень приятно привезти его сюда благодаря главе республики и художественному руководителю театра Оскару Абдразакову. Спасибо огромное. Идем, гаснет свет. Конечно. Начинается спектакль. Вы тут хлопали так, мы прям постеснялись подходить к вам. Понравилось? Да, очень. Я его обожаю просто вообще уже не первый раз. Да? А Конечно. откуда знаете? А мы были на Дне Республики Башкирия в Доме музыки, который проходил в прошлом году. И мы вот его впервые услышали, мы просто влюбились. Вообще такой бас, мужской темперамент и передает очень характер, образ своего героя. А вы где живете? Мы в Москве. А каким образом связаны с Башкирией? По приглашению. Но вы не башкирка, не родились? Нет, нет. Но вам просто понравилась наша? Очень. Вообще спасибо большое за приглашение. Такой вечер чудесный, просто прекрасно.
мне порекомендовали у вас взять интервью, сказали, что вы очень серьезный профессионал, знающий дело и умеете критиковать по существу. Есть за что критиковать труппу Башкирского театра? Я не только профессионал, а действительно театральный критик, я еще, я не знаю, поклонник Башкирии. Я люблю Башкирию, потому что 10 лет там вела семинар драматургов, много видела спектаклей в разных театрах. И давно и очень тесно дружу с Эльмаром Альмухаметовым. И я вижу, что вот те 5, наверное, уже лет, когда он руководит театром, они оказались очень плодотворными. И Эльмар вырос, и театр вырос. Очень интересное зрелище. Но сегодня я увидела спектакль «Аттила». Это такого европейского масштаба. Это мощный спектакль, и я не всякий московский спектакль рядом поставлю, потому что здесь сохранение традиции настоящего оперного театра, строгость в декорациях. Хочу отметить художника Ивана. Строгость декораций, в то же время живописность их. Не загроможденная сцена, но это вертикаль, вот эта лестница, она дает ощущение движения, напряжения. Умение работать с цветом и светом. А главное, блистательное решение партий и хоров, потому что нет излишней суеты, нет излишнего такого, знаете, драматического проживания. Но есть высокое, очищенное от суеты искусство. И есть большие страсти. Наверное, это то, чего нам сегодня не хватает. Настоящая любовь, верность, любовь к родине, мощная сила, которая оказывается злой силой. И, конечно, блистательное исполнение Эльдара Абдразакова. Мне кажется, что это сегодня одно из самых ярких событий в мировой оперной истории и в оперной истории, мне кажется, нашей страны. Потому что проще всего новацию какую-то сделать, поставить всех на голову, надеть рваные джинсы, и все будут счастливы. А хочется увидеть вот это проникновение в дух истории, проникновение в мастерство композитора. И вот это было. Спасибо. Ну, свершилось? Да, свершилось. Счастье? Безумное счастье, безумное. Просто огромное. Я так окрылен, так охота вот еще раз петь и петь, петь и петь. Просто полюбил еще больше свою профессию. А что видели? Вот видели зал? Видел. Огромный зал, просто куча народу, это просто зрители такие прям... я боялся москвичей, вот эти зрители, но оказалось так, что они так хорошо встречали, так прям очень клево. Родителям позвонили в Баймак? Я написал, не позвонил, но написал, что очень хорошо все, я выступил, все. У них сейчас позднее время, поэтому просто написал. Ждем вас дома. Спасибо. Спасибо. Позвольте. Гордость. Одолевает гордость за Башкортостан. Да, видели, как зритель хорошо встретил. Вы знаете, мы разговаривали с театральными критиками, они искушенные зрители, в восторге, честно. Вот, надеюсь, самым главным итогом, то, что мы тут, как говорится, на полях провели переговоры с руководством Большого театра. И теперь будем, будем почаще здесь появляться. Пока вот в идеальном плане нам выстроить работу таким образом, чтобы раз в год труппа Большого театра, труппа нашего театра башкирского здесь давала концерт. Я имею в виду, ставила постановку. Это реально? Это вполне реально. Вот мы уже приедем сейчас, начнем переговорный процесс, и все таки будет. И нас не обижать, нашего зрителя. Конечно, да, конечно. Спасибо.